привет! Сегодня вот решил пройтись по своим ближайшим окрестностям пешком и без собаки, потому что холодно. В 9 часов было еще минус 25. Сейчас пошел 21. Время 11. Сейчас ходил давно здесь, еще в прошлом году. Как говорят, много воды утекло уже за это время. А в моем случае много снега выпало. Попробуем пройтись по дорожкам, по тропинкам. Сейчас иду пока вдоль ручья Благой Ключ. Здесь вот он вытекает. И вот он пошел. Вот такие сугробы громадные. Сейчас пойдем поднимемся сюда, вот на горку. И если есть там тропа, ну вот видите, здесь только собачья. Здесь еще вот ходят за водой. Там дальше еще вытекает родник. А здесь только собачья. Да, действительно, здесь давно никто не ходил, но старый след снегохода есть. И все-таки там пожестче под ним. Иду по нему пока. А вообще давно здесь не проходила нога человека. Здесь еще вдобавок открытое место задувает. Будем слушать сегодня живой звук. Уже слышно собачьи. Вот такая дорога получилась. Действительно, в шаг в сторону проваливаешься по пояс. Но здесь вот наверху совсем видно, какой сугроб. Здесь видно, что вот эти сосенки, они 2 метра, а торчат меньше метра. Так что, ну, чувствуется, что-то где-то там внизу была когда тропа. В этом году мы с собакой вообще не ходили. Зима очень суровая. И морозы. И мороз пойдет, снег нам не дает. Мороз лишний не пойдешь с собакой. Снег приходится огребаться в прямом смысле. Потому что снега выпадают сильные в этом году. И некогда ходить. Надо на участке снег чистить. Даже вот следов зверушек не видно. Вон там чуть-чуть есть. Сейчас посмотрим, что за снег. Так вот, город у нас как на ладони. Дымится, парится в тумане. Вот следы попались. Интересно, чьи такие? Может, белки, потому что там вот до дерева и все, и тупик. Скорее всего, белка. Ну, а если что, так кто-нибудь мне подскажет.
Вот они действительно внезапно, здесь вот еще немножко есть, заканчивается. Вот. Раз. Здесь начало. И здесь конец. Ну, скорее всего, действительно это белка. Вон даже видно, что-то грызло, вернее, шишки сосновые здесь есть. Вот они. Ладно, продвигаемся дальше. Посмотрим, что дальше там в лесу, как дорога. Дятел все-таки нас, как говорят, запалил и улетел. Хотя вроде старались осторожно. О, он, кстати, дальше улетел. Нашел новое местечко. Недалеко. Вот он напрям. Угу. Такой красненький, весь красивый. Сейчас попробую еще отсюда снять. Единственная дичь, пока мне попалась. А здесь вот дятлы излюбовали эту сосну. Это вот новая, здоровая такая. Там он еще, смотрю, начинает. Ну, вообще, сейчас вот обойду. Это не одни эти. Тут с этой стороны вообще, можно сказать, многоэтажный. Дятловский дом. Да, снега, конечно, ну, иду по колено сейчас. Но там чувствуется просто жесткая корка. Были оттепели. Скорее всего, из-за этого. Вот еще какой-то след. Вот еще до снега был. В прошлый раз, когда ездил по лесу, заметил, что дикие звери сейчас адаптировались ходить по дорожкам, где приезжают снегоходы. Я вот видел и волчьи следы, и лоси по этим дорожкам. А сейчас в лесу я почему-то здесь в этом году не вижу, но в том году здесь вот точно по этой просеке была дорога. Снегоходы ездили. А в этом году нет. Но там дальше вот я ездил. Там действительно в некоторых местах почти автомагистрали получались из таких дорожек. Так, ну мы прошли, вернее я прошел сегодня по привычке, вернее я, только половина, да еще половины нет, горы. Вот такая тропа. После меня получается еще идти. Ну, немножко, по сути дела.
Третья часть осталась. Я всегда пишу, что у кого есть Smart TV на телеке, рекомендую смотреть на все видео, не только мои. С телефона есть телефон, если так где-то надо в дороге, а вообще вот сидя на диване, посмотреть на природу, красота. Я также снимаю в 4К. У кого есть 4К на телеке, еще красивей. Но в данный момент здесь вот не требуется хороший свет. И я так медленно иду, что в данный момент снимаю Full HD. Так вот, значит, какой-то остров я наступил. Жесткий. Так. Все. Здесь вот еще надуто. Здесь вот такая глубина выше колена. На верхушке тут снега еще больше. Ну ничего, нам осталось 120 метров приблизительно до верхушки. Здесь я всегда останавливаюсь и снимаю или смотрю вид на гору Малиновая. Правда, сейчас молодой сосняк уже заслоняет. Раньше отсюда более просторно наблюдалась гора. Даже фокус сбивается. Попробуем, может, сюда. Во, прорвалось. Деревья, ветки мешают. Но это самая, наверное, третья вершина. Попробуем еще. Не, все, предел. Вот так вот. О, выбрались на пятачок горы. Вот оно, пятачок. Так, интересно, здесь есть дорога? Снегоходы ездили или нет? Интересно, интересно. Что-то я пока не вижу. Что-то есть старое. Ага. Точно неделю-две не катались. Потому что здесь и задуто. А там чуть-чуть пожестче. Во. Давно я такой дороги не чувствовал под ногами. Так. Примерно час я сюда забирался. О, провалился. Так вот она, дорога есть. Вот сейчас подумаю еще, где спускаться. Может, обратно по этой же своей протарить. А здесь вот чуть-чуть проглядывается гора Мраткина и горнолыжка, спуски. Сейчас попробуем, если деревья дадут, заглянем туда.
Видно, что катается. Тяжело, конечно, тут. Фокус теряется. Сейчас попробуем вот так вот. Он, видно, катается. Фокус только, конечно, не удается навести. Это сама вершина. Народу сегодня много. Но я все-таки провалился. Решил спускаться по своей дороге, вернее, тропинке, которую потракторил по целине, можно сказать. Заодно еще раз пройду. Может, кому понадобится. Но на этом свое сегодняшнее путешествие, оно как короткое. По расстоянию короткое, по времени приличное. Спасибо, кто со мной путешествовал виртуально. Стараюсь в видео не повторяться, чередоваться. То на ходу на каком-то транспорте, то еще откуда-то, то вот так вот пешком. Но я, как говорил, к сожалению, в этом году погода, зима суровая и не дала нам с собакой ходить. Вообще не ходили. Вот только по улицам ходим. А так невозможно. То ли морозы были и за 35 до Нового года. И вот, кстати, сегодня, хотя по прогнозу 19 должно, а утром 25 у нас было. Ладно, спасибо. До свидания. Смотрите